Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент. Загадайте, пожалуйста, на него, на любимого, либо того, кто вам нравится. Представьте его, назовите по имени, обратитесь либо мысленно, либо вслух, и так спросите, что ты думаешь обо мне прямо сейчас, в этот самый момент. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты. Здесь мужчина прям такой грустненький вышел. Грустно ему. Знаете, он думает о том, что вы как-то очень сильно поменялись, изменились. Причем не только внешне, но и вот у вас изменился взгляд, изменился тембр голоса. Вы как более стали смотреть вглубь себя, либо свои интересы ставить на первое место. И он понять не может, что с вами произошло. Его это и будоражит, и пугает. С одной стороны, вы такая, ему нравитесь больше. Либо вы, знаете, как менее доступной стали. Вы как будто бы, знаете, от него немножко закрываетесь, более такая недоступная ему становитесь. И у него прямо этот подсознательный инстинкт охотника пробуждается. И он такой: о, интересно. А с другой стороны, ему очень страшно, что он вас теряет. Ему очень страшно, что вы к нему интерес потеряли, что вы, возможно, кем-то другим увлеклись, либо что вы его разгадали, что вы думаете, что он вас недостоин, допустим, да. Вы раньше были совершенно другой. Вы раньше были очень теплой, домашней, такой вот прям, знаете, обволакивающей, теплой. И этот мужчина, он этим пользовался. Да, он этим пользовался. Он мог даже в какой-то степени пренебрегать вами, пренебрегать вашими интересами. Вот как будто бы вы вдвоем именно на него работали, на его интересы работали. А то, что ваше, это не важно. А теперь все меняется. Теперь вы такая: я у себя на первом месте. И если вдруг у меня останется немножко времени, либо появится желание, тогда да, я тебе уделю внимание. Вот. И он прям это читает в вашем взгляде, читает в вашем тембре голоса. И во всех ваших движениях, проявлениях это видно. Вот. И он напрягается, он не понимает, что с вами происходит. Его, опять же, это и влечет, и пугает, и влечет, и пугает. И он такой: что случилось? Как понять? Да, такая она мне нравится еще больше. Но чем это мне грозит, либо чем это для меня обернется? Здесь мужчина прям репку свою чешет, понять не может, что. Кстати, девочки, не исключено, что он с кем-то из ваших подружек либо родственниц общался по поводу того, что с вами происходит, почему вы стали такой, другой, иной. Да? Кстати, он еще, помимо всего прочего, помимо подружек и родственниц, может даже подслеживать за вами, пытаясь понять, в чем причина такой перемены. Да, скорее всего, подозревают, что у вас там другой мужчина появился, что вы для другого теперь такая красивая, что вы более как достойного себе, что ли, нашли, либо более состоявшегося. И вот он как собачка на сене, да, туда-сюда, понять не может.
Знаете, вы, конечно, все разные, возможно, вы ничего не делали, а возможно, вы действительно устали от его эгоизма, устали от этих постоянных пыток временем, да, когда вы ждете, где он, с кем он, когда же он там вам напишет, либо удосужится вам позвонить. Вы от этого устали, вы решили больше думать о себе, вы решили больше жить для себя, жить своими интересами. Но у кого-то отыграется, что вы просто, в принципе, устали, да, и поэтому вы не настолько, как по первому зову, на него реагируете. Вот. Ну, потому что устала, потому что задолбалась, да, потому что нужно время на прийти в себя. Вот. А он такой, блин, с ней что-то происходит, я ее теряю, она выскальзывает из моих рук, моя золотая рыбочка из моих рук выскальзывает, что мне делать? Прям аж всполошился весь, видите, у него прям шерсть дыбом стала, волосы дыбом стали, как эти антенны. И страшно, и тянет, и ничего с собой поделать он не может. Еще очень важный момент, который я хочу здесь отметить. Чем дальше вы от него отдаляетесь, тем ближе ему хочется к вам подойти. Это какая-то аксиома, либо закономерность, я уже не знаю, как это назвать, но именно в ваших отношениях так это и работает. Чем ближе вы к нему, тем дальше он от вас. Чем дальше вы от него, тем ближе он к вам. Какое-то странное перетягивание, не пойми чего, да, энергетики, скорее всего, но не каната же. И давайте я на картах посмотрю, почему так происходит. Почему, когда вы отдаляетесь, он приближается. Когда вы приближаетесь, он отдаляется. В чем проблема? В чем причина? Что это между вами такое? И еще мне не нравится, что между вами сова. Хоть у нее и глаза закрыты, но это сова. И она почему-то стала между вами. Так, что происходит? Почему такая у вас ситуация сложилась? Ну да, вы какой-то критический момент сейчас переживаете в отношениях, когда именно вы, девушки, женщины, устали подстраиваться, когда вы устали быть удобной, когда вы устали быть ждущей, принимающей. Вы такая, ну, с меня хватит, да? Я все силы потратила в этих отношениях, я уже выжата как лимон, я не хочу, да, я хочу отдохнуть, я хочу пожить для себя. Я хочу нормальной жизни, нормальных полноценных отношений. То есть это скорее как ваше желание от него избавиться, уйти. Вот. Но желание очень неудачное, потому что наоборот, страсти разгораются. Когда вы от него отстраняетесь, разгораются страсти. Хорошо, как с этим жить? Но видите, какие у вас должны быть отношения. Все-таки звезда вышла. Здесь мужчина, он очень простой и самобытный. Вот. Он каким есть, таким и будет. Он никогда не поменяется. А вы, девочки, вы лисичкой вышли. То есть вы очень мудрая женщина, и свою мудрость вы должны подкрутить на полную. То есть эти отношения, они всецело в ваших руках. Играя на звезде, то есть то подпуская, то отдаляя, вы можете всегда мужчину держать в тонусе. Вот, скорее всего, то, что между вами случилось, почему сова, почему глаза закрыты, да? Потому что вы должны наконец-таки узнать, в чем залог ваших удачных и счастливых отношений с этим мужчиной. Он как собачка, да? Если злится, то злится. Если добрый, то добрый. Но вы же лисичка в этих отношениях. Вы должны им немножечко играть, немножко перед ним там масочку то одела, то приспустила, то сняла. Понимаете? И обыгрывая ситуацию приближения и отдаления, вы всегда будете у него самое любимое, самое желанное. Не будет усталости, и вам в этих отношениях будет в таком случае гораздо комфортней. Знаете, есть мужчины, которые очень ценят, когда женщина растворяется в отношениях, когда растворяется в мужчине. Они прям это ищут, они ищут вот именно такую преданную женщину, которая на себе крест поставит и будет жить его жизнью. А бывают мужчины, которые сами не знают, чего им нужно. Вот ваш, скорее всего, из такой серии, да, не знает, чего ему нужно. И вы, когда вы с ним так играете, у него всегда к вам и желание, и любовь, понимаете? И желание, кстати, угодить у него еще тут просматривается. Доказать вам, в момент, когда вы его отдаляете, доказать, что он лучший. Вот я лучший самец, да, я альфа-самец, выбирай меня, не пожалеешь.
Да, слушайте, как вы нащупали его, эту ахиллесову пяту, слабое место его нашли. Так, а ну-ка, сова. Почему сова? Вот мне прям интересно, сова. Угу. Тут и вам могли про него наговорить, против него наговорить, даже внушить какие-то мысли. Так и ему могли тоже наговорить, заставить его ревновать. Здесь вот явно по всаднику и по мышам что-то происходило. Причем происходило, когда вы не были вместе. Вам могли говорить, и ему могли наговорить. Но у совы закрыты глаза, она ни на что не влияет на самом деле. Попытка вмешаться, но очень такая неудачная попытка. Так, еще о чем он думает? Он думает о каком-то празднике, о какой-то радости, о каком-то веселье думает. Думает о вот этих людях. Тут много людей, это, скорее всего, его друзья, может быть, его семья, может быть, и друзья и семья. И вот он думает о этих развлечениях с этими людьми. И впервые, возможно, ему стало страшно, что вот его друзья, с кем он привык гулять, развлекаться, могут быть для него угрозой. Он теперь каждую кандидатуру прям взвешивает. Да? Сможет ли этот друг быть моим конкурентом в любви? Стоит ли его там приглашать, звать? Стоит ли вас знакомить с ним? Вот, прям взвешивает каждую кандидатуру, присматривается. И также родственники мужчины тоже для него составляют угрозу. Вот. Он не хочет сам своими руками вас познакомить с более достойным мужчиной, чтобы вы, ну, типа, его сменили на более достойного. И теперь он будет, девочки, очень аккуратен, представляя вам своих друзей либо родственников. Возможно, даже планы поменяет. То есть он вас... Вернее, он не будет праздновать, допустим, с друзьями, но будет праздновать с вами. Может быть, даже наедине у вас будет праздник. Ну, а может, скажет: ой, давай поедем к твоим родственникам, с ними будем отмечать, либо праздновать в таком ключе. Да, а теперь он даже начал бояться своих собственных родственников и друзей. Все конкуренты, да, все могут стать конкурентами, а терять он вас не намерен. Не намерен, и он это просто не переживет, девчонки, если вы там расстанетесь, если, не дай бог, поссоритесь. О, нет, 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 нет. Так, еще он думает о каком-то сюрпризе. Боится он, что не угадал, либо боится, что вам сюрприз не понравится. Скорее всего, у него уже был какой-то дурной опыт, когда он делал вам сюрприз, но вам это не зашло, это я мягко говорю. Вот. Теперь тоже переживает. Думает, что нужно подстраховаться, нужно еще какую-то заготовочку сделать. Да? Может быть, еще что-то прикупить, какой-нибудь там беспроигрышный вариант в виде там красивого, дорогого колечка, либо цепочки, либо, может быть, даже гарнитурчика такого, чтобы вы прям действительно увидели, что он вас любит и ценит. Если вдруг сюрприз не удался, да, то я скомпенсирую хорошим и действительно стоящим подарком. Деньги он еще считает. Деньги. Деньги, которые готов потратить на вас, либо готов, не знаю, может быть, вам отдать. Может, вы деньги у него просили, а он все зарабатывал, да? И он такой: надо ей денег дать, может быть, она смягчится. Да, может быть, проблема в том, что я ей мало денег даю, либо я не выполнил свое обещание. Да, уже думает что угодно, девчонки. Понять не может, почему вы стали другой, почему, что с вами произошло. Вот мне даже самой стало интересно, что с вами произошло. Но у меня как бы два варианта. Либо вы устали, очень сильно устали, в принципе, от суеты жизни, от того, что мужчина у вас балмошный, явно по этим знакам он балмошный, и от него можно ждать что угодно. Либо вы действительно изменились, и теперь вы себя на первое место ставите и хотите жить именно для себя, в свое удовольствие. Не хотите ни под кого не подстраиваться, не хотите быть никому удобной. Вот есть вы, и ваши интересы, они в приоритете. А все остальное уже как либо по боку, либо если останется время, окей, посмотрю. Вот, либо так, либо так. Может быть, третий вариант есть, но просто
ну, показано именно в таком ключе. Вот, хотите, напишите, хотите, не пишите. Действительно, самой стало интересно, что с вами происходит. Вас показывают бесконечностью и показывают, что вы над своей головой радугу держите. Но здесь как решение, которое вы приняли, решение быть бесконечно счастливой. Я не хочу страдать, я не хочу быть удобной, я хочу быть счастливой во всех проявлениях этого слова. Хочу бесконечно быть счастливой, и это самое главное. Вы, конечно, умничка. В таком проявлении вы умничка. Так, еще, девочки, о чем вы должны знать? Здесь женщину показывают. Женщину, которая вами очень недовольна. Женщина, которой вы как будто бы мешаете. Вы ей мешаете, может быть, конкуренцию создаете, может быть, на вашем фоне она как-то бледненько выглядит. Эта женщина, она может опуститься до каких-то колкостей в вашу сторону, либо до какой-то критики по поводу вас, вашей внешности. Знаете, как задирать может вас. Вы на нее внимания не обращаете, она явно нездоровая, у нее явно с головой что-то не то. И то, что она себе позволяет, либо сможет позволить, это вот от отчаяния. От отчаяния. Это, как, знаете, признание того, что она гораздо хуже, чем вы. Вот. Если вдруг уже что-то случилось, она просто дурочка. Все, признает свою беспомощность. Если вдруг случится, просто игнорируйте, ну, потому что вы выше этого всего. Вот. А она беспомощная дура. Вот так мне идет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.